Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Аслан Бжаня провел выездное совещание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства международного аэропорта Сухум. О 9-м дне международных спортивных игр БРИКС и о том, какие результаты показывают наши спортсмены в материале Адиса Сагария. Абхазский героический нардский эпос вышел в свет 10-томник, посвященный фольклорной культуре абхазов. В актовом зале АГУ прошла церемония награждения победителей и призеров Олимпиады. Аслан Бжаня провел выездное совещание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства международного аэропорта Сухум имени Арзенба. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, заместитель министра экономики Тимур Миквабия, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, председатель СГБ Абхазии Тимур Ахиб, а также представители Генеральной подрядной организации по строительству аэропорта. Основной темой прошедшей встречи стал ход текущих ремонтно-восстановительных работ по комплексной реконструкции аэропорта. Репортаж Рады Чичава. Очередное совещание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства международного аэропорта Сухум началось с детального анализа проделанной и предстоящей работы. Каждую неделю руководство республики и сотрудники аэропорта проводят плановые заседания, чтобы целостно проконтролировать все этапы реконструкции аэропорта, который должен начать свою работу уже к концу этого года. Участники встречи подробно обсудили все аспекты масштабного проекта, который имеет ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры Абхазии. В ходе совещания президент подчеркнул необходимость консолидированного подхода всех министерств и ведомств, так как начало работы столь важного стратегического объекта – приоритетная задача для руководства страны. Президент лично включается во все рабочие процессы и держит ситуацию под контролем. Я готов подключиться на самом высшем уровне для того, чтобы вам помочь. Сформулируйте задачу мне сегодня. Какую задачу вам необходимо помочь решить? Что надо сделать? По завершении совещания президент лично осмотрел ход строительных работ на территории аэропорта. За подробным комментарием по итогам прошедшего совещания мы обратились к первому вице-премьеру, министру энергетики и транспорта Джансуху Нанба. Работы, установленные в сроки, продолжаются. Вопросы, которые возникают в процессе реализации проекта, они оперативно обсуждаются, находятся решения. Ну и мы все надеемся, что в намеченные сроки проект будет реализован и аэропорт будет запущен в конце уже этого года. На сегодняшний день продолжаются масштабные реконструкционные работы, активно восстанавливается взлетно-посадочная полоса, идет реставрация сколов и раковин, герметизация деформационных швов. На перроне заканчивается демонтаж верхнего слоя покрытия. Проект входит в активную фазу реконструкции. В данном случае мы сейчас с вами говорим об акценте на реконструкцию и капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, на которой мы находимся. Ну и всех остальных рулежных дорожек, которые здесь существуют. В ближайшее время последует работа над строительством временных терминалов на вылет и прилет. Ну и, как вам известно, уже практически на финальной стадии работа по демонтажу непригодных к использованию зданий. В рамках реализации данного проекта генеральным подрядчиком приобретен, смонтирован и установлен бетонный завод. Завезена специальная техника. Мы стоим на фоне так называемого бетонного укладчика. Это специализированная техника, которая тоже была ввезена в Абхазию специально для реализации данного проекта.
По словам Джансу Хананба, руководство страны не только контролирует ход реставрационных работ, но и оказывает всяческую помощь и поддержку в реализации проекта. Для нашего государства реализация этого проекта является государственной задачей, и президент держит на личном контроле процессы, происходящие в этом проекте. Поэтому содействие, которое оказывается со стороны и президента Республики Абхазии, и всего руководства нашей страны, оно очевидно. Для нас важнейшим проектом на сегодняшний день является проект реализации именно строительства и реконструкции аэропорта. Все работы, как подчеркнул министр, идут в соответствии с графиком. Первый плановый технический вылет намечен на июль месяц. Рада Чачава, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных полномочий сотрудниками милиции. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В социальных сетях было распространено видео, на котором предположительно сотрудник милиции бьет мужчину в присутствии других сотрудников. Управление собственной безопасности МВД Абхазии провело служебное расследование. Один сотрудник первого отделения милиции УВД по Сухуму уволен. Остальные получили взыскание. Начальник отдела милиции привлечен к дисциплинарной ответственности. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования в МИД Южной Осетии в связи с Днем памяти жертв геноцида осетин. Народ Республики Абхазия, как и народ Республики Южная Осетия, защитил свою родную землю от грузинских фашистов. Сегодня мы разделяем боль юго-осетинского народа от утраты родных и близких. Память о жертвах геноцида будет жива вечно, говорится в тексте соболезнования. 7 аппаратов для майнинга изъяли на таможенном посту ПСОВ. Оборудование пытались провести в ручном багаже 3 граждан Абхазии. Аппараты изъяли. Материалы по 3 делам направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Абхазский спортсмен Рамазан Арабханов стал серебряным призером международных спортивных игр БРИКС. В финальном поединке он встретился со спортсменом из России Сергеем Степановым в весовой категории до 70 килограмм. 20 июня представители Абхазии также пробовали свои силы в футбольном двоеборье, шахматах и боксе. О 9-м дне соревнований и о том, какие результаты показывают наши спортсмены, в материале Адицы Сагария. Первое серебро Абхазии на международных спортивных играх БРИКС принес представитель нашей сборной, борец по греко-римской борьбе Рамазан Арабханов. В финальном поединке он уступил сопернику из России Сергею Степанову. Рамазан, расскажи, пожалуйста, о своих эмоциях, о своих впечатлениях. И как тебе удалось дойти в такой сложной борьбе до финала и занять 2-е место и принести Абхазии это долгожданное серебро? Я, конечно, настраивался на золотую медаль. К сожалению, не получилось выиграть. Ну, настрой вроде был хороший, тоже, но, к сожалению, не получилось. И эмоции так тоже неплохие, хорошие эмоции тоже. Но ты готов в дальнейшем за Абхазию вперед бороться, выиграть, побеждать? Да, конечно, я готов газовать дальше и буду радовать вас своими победами. 20 июня на играх БРИКС продолжались соревнования по греко-римской борьбе, шахматам и боксу. В борьбу вступили и спортсмены по футбольному двоеборью. Наша команда встретилась с командами Ирана и Узбекистана. Нашу республику представляют Аляс Асланза, Тимур Агарба, Ринат Ласуря, Канку Чуберия, Баграт Квициня, Асхат Аршба и Инал Амичба. Тренер сборной Шабат Логуа. По итогам первых игр наша футбольная команда одержала победу над иранскими спортсменами со счетом 8-5. Первая игра была довольно сложная. ФИФА соперники были очень хорошо подготовлены, создали себе небольшое преимущество, но благодаря нашим спортсменам, нашей команде мы сплотились, смогли показать хороший результат. Большое спасибо болельщикам. Ждите еще лучших результатов, мы будем делать все, что в наших силах. Соревнования по шахматам прошли по дисциплине «Быстрые шахматы Рапид» 4×4 формат. О результатах поединков рассказал игрок сборной Отар Хурхумал. Сегодня играли командный «Рапид». В команде 2 мужские доски и 2 женские доски. Командный «Рапид» 9 туров.
Мы сегодня встретились с командами из Белоруссии, Эфиопии, Южной Осетии, Намибии, Кыргызстана, Бахрейна, Венесуэлы, Таджикистана и в последнем туре с Бразилией. Победили у Южной Осетии со счетом 2,5-1,5. Победили Намибию со счетом 3-1. И сыграли в ничью с Бахрейном 2-2. Судья всероссийской и международной категории по боксу Валериан Орлан принимает участие в международных соревнованиях БРИКС в качестве судьи. 9-й день соревнований был насыщенным для боксеров Абхазии. Наши спортсмены Батал Чежья, Игорь Адлиба, Саир Качарава и Нестор Джанба проиграли своим соперникам в первых поединках. Однако Герман Арджения порадовал болельщиков, одержав победу над соперниками из Белоруссии. Герман Арджения вышел в полуфинал. Это немалый показатель. Ну, будем идти вперед, дальше работать. Всего я попал на 3 боя, получается, сегодня боролся за выход в полуфинал. Побоксировал неплохо, это тем более, что первый бой, а первый бой, как обычно, бывает, что он самый тяжелый. Все по силам, и в финал могу выходить спокойно. Главное, чтобы у меня достаточно мотивации, поддержка, как всегда, прекрасная с Абхазией была. Уступила в полуфинале соперница из Беларуси и представительница женского бокса Беата Аршба, став бронзовым призером соревнований. Чуть-чуть уступила сопернице, но проявила характер, проявила волю к победе. Бой был очень хороший, яркий такой бой. Судьи даже оценили, что она хорошо себя проявила. Ну, к сожалению, чуть не хватило, но медальку за 3-е место она все-таки заработала и заслуженно. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживал. Поддержка — это очень много значит. Также меня поддерживали из Венесуэлы спортсмены. Вот, это очень подбадривает во время боя. Спортсмены Апсны достойно представляют свою республику на международных мультиспортивных играх стран БРИКС, где также принимают участие представители более 60 стран. Они в самом эпицентре спортивных мероприятий, где своим талантом и маленькими достижениями в мире большого спорта привлекают внимание звезд мировой величины. По итогам 9 дней соревнований в копилке абхазской сборной 4 бронзовые и 1 серебряная медали. Адица Сагария, Нарсу Цулукия, Казань, Абхазия. Абхазский героический нардский эпос вышел в свет 10-томник, посвященный фольклорной культуре абхазов, сказания о сатане Гуаще, Сосрыкве, красавице Гунди, старинные поговорки, пословицы и загадки. Все это теперь собрано в одном издании. Тугут Савардани расскажет детали. Песни и сказания, легенды и мифы, которые на протяжении долгих лет передавали из уст в уста несколько поколений абхазов. Все это теперь собрано в 10 томах. Нард и абхазский героический эпос, страницы которого окунут читателя в мир фольклорной культуры. Ведь до сих пор не существовало специального научного издания текстов абхазского нардского эпоса, за исключением литературно обработанного сводного текста, составленного Шалвой и Налыпой, Константином Шакрыл и Багратом Шинкба. Это издание было художественное, вот. Но научного издания не было, кроме текстов, которые были приложены к разным исследованиям, в качестве приложения были опубликованы. Их немного. А теперь мы имеем серьезное научное издание. В это издание вошло, можно сказать, за редким исключением, все материалы, которые сохранились к нашему времени, до наших дней дошли. Идея составить подобное издание, настоящий памятник абхазскому фольклору, возникла еще в 80-е годы прошлого века у аспиранта Института мировой литературы, а ныне президента Академии наук Абхазии Зураба Джапоа. А началось все с написания им диссертации, темой которой стал нардский эпос. Материалы 10-томного собрания текстов абхазского нардского эпоса собирались по крупицам при знакомстве со сказителями, в поездках. Самым сложным было искать оригинальные записи, отмечают ученые. Я помню, нужно было найти в оригинале
первую запись абхазского нардского эпоса, текста. Эта запись была опубликована в газете «Кавказ» в 1873 году. Вот, чтобы найти оригинал этой газеты, я искал и в Москве, и в Санкт-Петербурге и так далее. В 2005 году разработанный Зурабом Джапоо проект подготовки академического издания абхазских нардских сказаний для серии «Эпос народов Европы и Азии» был принят руководством Института мировой литературы. Однако, приступив к отбору текстов, ученый понял, что без текстологического исследования опубликованных и архивных материалов реализовать задуманное практически невозможно. Необходимо полное научное издание всех сохранившихся полноценных записей абхазского нардского эпоса на языке оригинала. Только это может послужить источником. Тогда и начался активный сбор материалов. С такой же идеей к Зурабу Джапоо обратился первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Владислав Григорьевич поручил Зурабу Джотовичу, у него было безошибочное чутье, он знал, что именно Зураб Джотович может эту работу начать и закончить, потому что сделать 10 томов нардского эпоса, вот тексты, научная, значит, обработка, научная публикация с комментариями, с предисловиями, со всем необходимым аппаратом. Это работа для, так сказать, очень серьезного фольклориста, серьезного ученого. В результате чрезвычайно сложной и многолетней текстологической работы к изданию подготовлено 10 томов. Первые 8 уже вышли и содержат более 1000 текстов абхазского нардского эпоса. В ближайшее время выйдут еще 2. Над 10 томами долгие годы трудились большое количество ученых. В 10-томнике наибольшее количество материалов записали Константин Шакров, Баграт Шинкуба, Шота Салакая и ваш покорный слуга. Таким образом, можно сказать, этим изданием, как мне думается, воздвигнут памятник абхазской нартяте, в которой содержится все, из чего состоит образ и суть абхаза. Первые 4 тома посвящены главному герою абхазского нардского эпоса Сасрыква. В 5-й том вошли сказания о Цвицве и 6-й сюжеты о красавице Гунде. В 7-м представлены сказания обо всех нартах, их происхождении, нравах. В остальные тома входят произведения других жанров абхазского фольклора, которые состоят из мотивов и эпизодов. Это прежде всего сказания об Абраскиле, сказки. В 10-томник входят сказания, зафиксированные от более 400 человек, оставивших нам бесценное наследие. Один сказитель был Салентин Айкус, он был, уже тогда в возрасте, был в 91 году, и он был садзом. Я записал текст на садском диалекте, уникальный диалект, который не сохранился в Абхазии, огромный красивый текст. И потом, когда я уже еще раз был в Турции в 2009 году, я его нашел и снова записал этот текст. И вот те элементы, которые он тогда забыл, имя коня, он это сейчас вспомнил. И это уже дополнение было к тому тексту. И Зураб Джотович тоже его записывал. Вот. И мы даже записали его дочь, которая тоже является носителем нардского эпоса. Она тоже нам рассказала свою версию этого текста. Большую поддержку в издании 10-томника, посвященного нардскому эпосу, оказало государство, отметил Зураб Джапоо. Завершающее издание 9 и 10 тома содержат тексты части нардских сказаний в переводе на русский язык. 10-томник «Нарт» и абхазский героический эпос уже представлен в Национальной библиотеке. Президент Академии наук Зураб Джапоо планирует передать издание и в образовательные учреждения страны. Также книги можно приобрести в книжных магазинах. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Выпускные школьные экзамены позади. Абитуриентов Абхазского государственного университета ожидают вступительные экзамены. Но есть уже и те, кто поступил в вуз. Это победители Олимпиады «Путь к вершинам». В актовом зале АГУ прошла церемония награждения победителей и призеров Олимпиады. Репортаж Ульяны Рыжковой.
Развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у молодежи, популяризация научных знаний, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников, оказание молодежи помощи в профессиональной ориентации – все это основные цели Олимпиады «Путь к вершинам», которая ежегодно организуется и проводится Абхазским госуниверситетом совместно с Министерством просвещения республики. Победители Олимпиады зачисляются в вуз без вступительных экзаменов на бюджетные места. Когда наши ребята, получая всякие квоты через Россотрудничество, другими каналами, учатся в российских вузах, а потом не возвращаются в свою истерзанную страну, это не то что не патриотизм, это антипатриотизм. И я никак не приветствую тех, которые, учась в России, даже в Москве, в школе, потом приезжают или экстерном, или на полгода для того, чтобы получить потом аттестат. И правда, если человек хочет учиться, то сможет в любом месте получить хорошее образование. Участники Олимпиады признаются, что шли и готовились к ней долго, но в самый важный момент все переживания исчезли. Выпускница средней школы номер 4 Виктория Делба выбрала для себя факультет иностранного языка. Девушка с детства изучает английский язык. Я готовилась к самой Олимпиаде, я готовилась 2 года, а так, мне было легче из-за того, что я уже знала английский, я могла уже свободно владеть языком, я же всю жизнь его учу, поэтому, я на самом деле все равно очень сильно переживала. Я как только зашла в кабинет, когда уже распечатали листы, дали задания, я уже поняла, что все, переживать уже не стоит. Я все знаю, справлюсь со всеми заданиями. Я считаю, что здесь мне вполне хватит знаний, которые мне дадут. Если ты учишься, то ты везде получишь знания. Поэтому я решила остаться здесь. Абхазский государственный университет уже на протяжении 5 лет является активным участником олимпиадного движения. В этом году Олимпиада «Путь к вершинам» прошла по 11 профильным предметам. В этом году в Олимпиаде приняли участие 447 человек, из них первое место заняли 26 абитуриентов. Что касается серебряных и бронзовых призеров, то и у них же есть шанс поступить на бюджет в рамках контрольных цифр приема. 47 участников Олимпиады, не набравших достаточное количество баллов, но продемонстрировавших хороший уровень знаний по профильным предметам Олимпиады, рекомендованы к зачислению на первый курс на соответствующее направление подготовки специальность. Таким образом, по результатам Олимпиады школьников «Путь к вершинам-2024» рекомендованы к зачислению на первый курс 109 участников Олимпиады без вступительных испытаний. Каждый год Олимпиада бьет свои рекорды и набирает все больше оборотов среди участников. Это отличная возможность проявить свои знания и без вступительных экзаменов стать студентом главного вуза страны. Ульяна Рыжкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению гидромедцентра, в пятницу 25 июня на территории Абхазии с ночи до второй половины дня местами дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. Сейчас смотрите прямой эфир с матча по футбольному двоеборью, где команда Абхазии встречается в полуфинале с командой Узбекистана.